Так, начинаем. Сегодня мы посмотрим, как оформлять текст или форматировать текст. Все, что касается форматирования текста. Вот у нас уже есть HTML. Здесь есть папка Fonts, куда положили вот эти шрифты. И сейчас поговорим, как их подключать, как ими пользоваться. Так, давайте создадим стили и подключим эти стили. Так, сперва нам нужно написать кое-какие тексты, чтобы мы могли видеть наш результат. Вот что у нас будет? У нас будет абзац. Зададим класс так, будет еще один абзац. Color hex. Так, здесь все. Ну, остальное потом по ходу урока будем добавлять. Так, первое свойство, которое мы сейчас будем рассматривать, это как установить шрифт. Если мы сейчас посмотрим, то браузер автоматически, со встроенными стилями, у нас будет шрифт Times New Roman, вот такой шрифт с засечками. Если у нас, например, по макету другой шрифт, как мы его прописываем? Мы можем прописать, например, для всего документа, то есть по макету изучаем и смотрим, да, какой шрифт у нас самый основной, и его можем прописать для корневого элемента. Помните, да, про наследование? Если мы для body прописываем какой-то глобальный стиль, то они все наследуются другими элементами. Вот, чтобы установить шрифт, мы пользуемся свойством font family. Font family, и дальше как значение мы должны указать там другие шрифты. Например, у нас есть шрифт Arial. Если у нас по макету стоит шрифт Arial, то его прописываем. Дальше, например, и указываем еще какие-то fallback шрифты. Что такое fallback? Вообще, шрифты, которые показывает браузер, они должны быть установлены на компьютере пользователя. То есть, если у пользователя на компьютере нету шрифта, например, Arial, то, соответственно, браузер не сможет найти этот шрифт, и он не будет применен. И поэтому зачастую нужно указывать страховочные какие-то шрифты. Допустим, мы говорим сейчас, найди шрифт Arial. Если шрифта Arial не будет, то подбираем что-нибудь похожее на Arial и прописываем другой шрифт. То есть если Arial нет, то у нас заработает Helvetica.
А если вообще хельветики тоже нет, то мы просто указываем семейство шрифта. Sans-serif, то есть шрифт без засечек. Если пользователь на компьютере будет вот эти шрифты, они применятся. Если не будет их, то мы просто берем какой-нибудь шрифт без засечек. И смотрите, сейчас весь шрифт у нас поменялся. Но шрифтами проблемы есть, потому что шрифты, они не всегда бесплатные. Есть какие-то, например, шрифты, веб-безопасные шрифты, то есть это шрифты, которые в большом проценте, да, то есть у многих как бы пользователей они установлены по умолчанию. То есть Times New Roman, например, почти у всех есть, Arial там почти у всех есть, или еще какие-то шрифты, да, которые уже идут в комплекте с операционной системой. Там на Windows отдельные свои шрифты, там в Linux есть свои шрифты дефолтные, и там в macOS тоже есть свои шрифты. И некоторые шрифты присутствуют во всех вот этих операционных системах, и желательно их надо и использовать. Но зачастую так не бывает. Дизайнеры рисуют как бы сайты, макеты, и они используют какие-то нестандартные шрифты. То есть они берут и делают шрифты, рисуют шрифты, пользуются шрифтами, которых нет по умолчанию в операционных системах. И как с этим жить? Получается, например, шрифты, у них есть еще нюанс такой, что они не все бесплатные. То есть шрифты, они тоже защищены какими-то лицензиями, то есть некоторыми можно бесплатно пользоваться и устанавливать на свой сайт, а некоторым нет и так далее. Да? То есть это чисто такой коммерческие замыслы, как бы людей, которые делают шрифты. И на самом деле это оправдано, потому что чтобы нарисовать какой-то шрифт и его подключить к операционным системам и так далее, то это занимает очень много времени. И, соответственно, это будет стоить денег. Но есть сообщество разработчиков, которые делают вот шрифты бесплатные. Если вам вам попал какой-то макет, где используется нестандартный шрифт, то дизайнера обычно он должен как бы включать этот шрифт, и он должен передавать этот макет со всеми шрифтами, которыми он пользуется. Если эти шрифты нету, то есть они нестандартные, да, и получается вот дизайнер предоставляет шрифт, и мы им можем уже пользоваться. Или там владелец, да, кто заказчик, он должен предоставить шрифт, который используется у него на сайте. Ну вот случай, когда, например, дизайнер или там заказчик предоставил шрифт. Шрифты, они не все работают в вебе, какие-то шрифты работают в вебе, а какие-то нет. И на самом деле вот, процесс вот этих шрифтов, как они реализовывались в вебе, очень такой длинный, и различные браузеры поддерживали различные типы, различные расширения шрифтов. И сейчас уже более-менее как бы стало стандартизовано, и большинство использует вот последние как бы типы шрифтов. Это когда шрифты имеют расширение WoW или WoW 2. WoW появился сперва, он был такой прогрессивный, он хорошо загружается, оптимизированный, но его еще улучшили, и появился вот формат WoW 2. Есть еще TTF шрифты, есть еще SVG шрифты, в общем, сейчас вот как бы стандарт это шрифты WoW и WoW 2. И как их теперь подключать? Вот, допустим, на наш сайт дизайнер или заказчик прислал вот эти шрифты в формате WoW. Ну, обычно их отправляют через как бы в формате TTF, и их надо форматировать. То есть переконвертировать в формат WoW 2. Где это можно как бы форматировать? Вот у нас есть, например, сайт фонд Squirrel. И этот онлайн-ресурс позволяет вот,
генерировать или конвертировать шрифты. Ну, там просто никаких там особых заморочек нету, просто загружаете шрифт в формате TTF и получаете в формате WOV, да, который используется для веба. Про это еще в книге есть, какие можно настройки есть, какие можно настройки применять, вот можно пользоваться ими. И после того, как мы их уже сконвертировали, получили, то есть форматы WOV и WOV2, их нужно уже подключать. Просто так, если мы ничего не сделаем, даже положим внутрь нашего сайта, браузер не будет знать, откуда брать шрифты и как их подключать. Чтобы подключать, мы пользуемся директивой, которая называется FontFace. Есть шрифт FontFace, и что мы здесь должны указать? Первое – название шрифта. Мы пишем font family и здесь задаем какое-то название для нашего шрифта. Вот здесь, например, файлы шрифта у нас сейчас называется PT Sans Bold, PT Sans Bold WOV 2, там Italic, Regular. То есть еще есть нюанс в том, что шрифты, они бывают различного начертания. То есть есть тонкие, есть жирные, есть курсивные, есть обычные. И все вот эти форматы, которые они используются, все начертания, они должны быть сконвертированы. То есть, если я использую жирный формат, то жирный тоже как бы начертание самого шрифта должно быть. Bold, PTSant Bold есть и PTSant Bold WOV 2. В двух форматах сразу. Italic есть, тоже Italic WOV 2 и так далее. И как теперь их подключать? Мы просто вот здесь в Font Family задаем какое-то название. Допустим, мы можем использовать название PT Sans. Просто сокращенно. Как мы его назовем, так и это название мы должны его использовать. Вот мы сейчас задали, что у нас шрифт будет называться PT Sans. И дальше надо указать источник, откуда брать вот эти шрифты. Источник указывается свойством src, и дальше пишем URL, и внутри URL мы уже указываем источник, путь до файла шрифта. То есть в данном случае style, он просто лежит рядом, как бы лежит рядом с текст формата HTML, а внутри папки fonts находятся все вот эти шрифты. Нужно указать файл, как бы папку fonts, и дальше какой формат хотим использовать. Ну, давайте сперва подключим обычное начертание, то есть regular, да, без каких-либо жирностей, курсивов и так далее. Для обычного начертания у нас есть файлы PTSans, regular и regular WOV 2. Вот их надо и сейчас указать. То есть у нас есть PTSans, regular. Сперва указываем вот самый последний формат. То есть самый продвинутый формат это WOV 2, мы его указали. И после указания URL нам нужно указать еще и формат. Формат пишется вот в таком формате, просто пишем слово формат и в скобках указываем, какой формат. У нас это формат WOV 2. Пишем WOV 2. Вот. Но у нас есть еще другой тип, другое расширение файла, и поэтому мы ставим запятую и дальше указываем следующий формат. Это формат WOV. Да? Точно так же пишем URL, указываем папку fonts, там PT Sans, regular и вот формат WOV. И точно так же для него тоже надо прописать формат. Формат, и здесь пишем, что это у нас WOV. Вот. Дальше надо указать жирность этого шрифта. То есть мы сейчас подключили обычный regular, да, обычное начертание. И это обычное начертание мы должны указать, написав font weight. Font weight и пишем, что это normal. То есть обычное начертание пишется вот normal. Дальше мы должны указать стиль. То есть это курсив или не курсив. Курсив или не курсив указывается вот свойством font style. И дальше мы тоже пишем, что мы сейчас подключаем обычное начертание, поэтому указываем просто normal. Вот мы сейчас подключили первый вариант, первый
первый вариант начертания нашего шрифта. PT Sans Regular, его подключили. Теперь у нас нам осталось подключить вот эти остальные варианты. То есть нужно сейчас подключить, например, курсивную версию. Курсивная версия тоже подключается директивой этой же самой. Название мы просто оставляем PT Sans. То есть это будет тот же шрифт, только вот здесь будет font style меняться и сам как бы путь до файла. PT Sans Regular мы заменяем на PT Sans Italic. Сперва подключаем WOV2. Вот. И точно так же Italic формат WOV. А вот здесь font style уже указываем, что это не обычное начертание, а Italic, то есть курсивное. Так, сейчас мы подключили курсив. Теперь осталось подключить жирный формат. PT Sans, только здесь у нас будет bold WOV2, жирный WOV2. А здесь тоже bold, только формат WOV. И поскольку это у нас жирное, font style будет normal, но font weight будет у нас bold, то есть жирный. Но у жирного есть еще начертание курсивное, то есть шрифт может быть и жирным, и курсивным. И для этого у нас есть вот шрифт PT Sans Bold Italic. Его тоже нужно подключить. Мы берем и подключаем вот последнюю вариацию шрифта PT Sans Bold Italic WOV2 и здесь Italic WOV. И здесь говорим, что здесь и жирный font weight будет bold, и font style будет italic. Вот теперь браузер будет точно знать, откуда брать какой шрифт. И, допустим, вот мы решили использовать вот этот шрифт PT Sans. Для body мы просто пишем, вот этот Arial удаляем и говорим, что мы используем шрифт PT Sans. То есть вот здесь что указали, то и пишем. Можно брать в кавычки, можно не брать. Если слово или название шрифта состоит из двух слов, то обязательно надо вот эти названия оборачивать кавычкой. PT Sans установили. Если PT Sans не скачается, то мы будем использовать какое-то другое семейство, которое тоже будет sans serif, то есть без засечек. Как теперь узнать? Ну, PT Sans сейчас по умолчанию он похож как бы чуть более на Arial. Как узнать, применился ли этот шрифт или не применился? Мы открываем инспектор элемент, то есть инспектор, и вот здесь можем посмотреть, что для тега body у нас прописан font family PT Sans sans serif. Действительно ли он применился, мы можем посмотреть вот во вкладке Computed. И здесь мы увидим, что здесь стоит PT Sans. То есть браузер сейчас точно подключил все шрифты, которые мы там указывали. Так, дальше едем. И теперь давайте будем менять цвет. Чтобы управлять цветом текста, вот смотрим. Сейчас на сайте у нас несколько абзацев, и для каждого мы пропишем стили. Вот для, допустим, первого варианта, где у нас вот первый абзац, color word, мы ему назначим цвет через ключевое слово. Вот выбрали абзац, не абзац, даже давайте просто по классу его будем прописывать. Вот у нас есть класс color word, и ему хотим, например, поменять цвет. Цвет, первый вариант, как мы можем поменять, это когда мы используем свойство color и здесь указываем просто ключевое слово red. Текст становится вот здесь красным, да? Или там blue. Но вот этими ключевыми значениями, ключевыми словами мы не можем описать там различные там как бы оттенки там
там, синего, там, красного, да, то есть цвета у нас их очень много, то есть их миллионы, и чтобы прям точно указать, допустим, какой-то оттенок, да, мы должны воспользоваться другим методом, когда мы будем указывать цвет через 16-личное значение, то есть через код. Вот у нас есть второй абзац, и давайте ему пропишем цвет через вот значение, 16-личное значение. Color hex, от слова hex означает вот 16-личное значение. И как он пишется? Мы точно так же пользуемся свойством color, то есть свойство color меняет цвет шрифта. И, допустим, назначим вот шрифт, например, FF9900. И вот он поменялся. Как вообще пишутся вот эти 16-личные значения? Мы их просто берем из вот этих графических редакторов. То есть там есть возможность увидеть цвета, и просто там вот эти 16-личные значения, они показываются, мы их просто оттуда копируем и сюда вставляем. Вот сейчас, например, вот такой цвет у нас, как бы цвета состоят из 3 компонентов. Это как бы red, green и blue. Красный, зеленый, синий. И вот эти как бы цифры 16-личные, они означают вот компоненты из этих цветов. Первые 2 цифры это какой-то шрифт. Там, второй шрифт это другой компонент. Там, и так далее. То есть если мы здесь скажем, например, вместо FF будет 00 и все цвета будет 00, то мы получим абсолютно черный цвет. Если мы поменяем первый цвет, например, на FF, то получим вот такой цвет. И так далее. То есть все вот эти цвета и комбинируются из вот этих как бы цифр. Вот у нас было вот такое значение, где вот эти компоненты просто дублируются. У нас первое значение f дублируется во втором. 99, то есть цифра 9 тоже повторяется. И если вот эти цифры, они повторяются, мы можем написать коротко, просто написав f 9 и 0. То есть мы получим тот же цвет, просто браузер будет знать, что вот эти значения, они повторяются. То есть здесь будет 2f, 2 девятки и нулей будет 2. Мы можем вот так сокращать. А если там стоят другие значения, то мы все вот эти 6 значений должны прописать. Так, это что касается вот указания цвета с помощью 16-личного значения. Есть другой вариант написания шрифта, и он называется RGB, вот Red, Green, Blue от слова. И мы цвет можем указывать и в формате RGB. Как его написать? Мы пишем color и пользуемся словом RGB, открываем кавычки и здесь уже указываем компоненты. То есть первое значение у нас red, красное, да? Если максимально там будет 255, то есть указываем первый компонент, там второй компонент и третий компонент. Мы сейчас получим полностью абсолютно красный цвет. То есть потому что других цветов только нету, только первый компонент есть. Либо мы можем точно так же здесь как бы мешать другие цвета и там что-то написать здесь. И тогда мы получим уже оттенок, другой оттенок. То есть мы просто через смешивание вот этих 3 компонентов мы получаем какие-то определенные цветы. Вот эти форматы RGB, они тоже можно взять из как бы графических редакторов. То есть там есть несколько вариантов. Вы можете там либо взять hex, либо RGB, и либо RGBA, который мы сейчас посмотрим. Есть еще формат RGBA, указание цвета, который поддерживает прозрачность или так называемый альфа-канал. Вот здесь последний компонент, он означает альфа-прозрачность, то есть насколько цвет может быть прозрачный или непрозрачный. И здесь точно так же мы пользуемся словом color
Только пишем здесь RGBA. И, допустим, мы хотим, чтобы получить черный цвет, но не абсолютно черный цвет, а какой-то как бы с прозрачностью. Да? Вот 3 нуля это говорит о том, что у нас черный цвет. Но после того, как мы указали все цвета, мы еще должны указывать прозрачность. Допустим, будет 0,4. И как вы видите, вот этот абзац, он становится чуть блеклее, да? То есть прозрачность, непрозрачность мы просто играем вот этим значением. Максимальное значение здесь может быть 1. То есть выше 1, там здесь поставить цифру 2 мы не можем. Максимальное значение это 1. То есть полностью цвет получается вот как бы непрозрачный, да? А если мы здесь уже меняем там, 0,2, то цвет становится чуть прозрачнее или прозрачнее. Мы вот этот 0 можем опустить и просто написать .2. Это означает, что прозрачность будет 2. Следующий вариант указания цвета это через HSL или HSL его называют. Он похож на RGB, только там получается вот эти компоненты составляют не красный, зеленый, синий, а hue, saturation и lightness. То есть тон, получается насыщенность, сатурация и яркость. Пишем color. И здесь мы пишем ключевое слово HSL и указываем значение. Сколько будет там насыщенность, сколько будет там, не знаю, сатурация или яркости, сколько надо. Вот здесь HSL, он получается работает по как бы градусам, и здесь максимальное число, по-моему, если мне не изменяет память, 360, по-моему, градусов. То есть у нас есть цветовой круг, и исходя какой градус мы ставим, мы получаем какой-то определенный цвет. То есть здесь максимально может быть число 360. Там, не знаю, поставим, давайте 285. Сатурация и lightness, они просто устанавливаются в процентном значении. И максимум, что мы здесь можем, например, поставить, это 100%. Пускай будет сатурация, например, 100%, а яркость, например, хотим, чтобы было 20%. И получаем вот абсолютно другой цвет. То есть яркостью, если нужно сделать там более блеклым, более ярким, то вот для этого подходит HSL формат. И точно так же для HSL есть формат, который поддерживает альфа-канал, то есть прозрачность, непрозрачность. Мы здесь просто дописываем HSL. Вот у нас здесь класс HSLA. И здесь тоже пишем HSLA и точно так же указываем вот эти все значения, только в конце еще добавляем, после запятого добавляем, вот, какая будет прозрачность или непрозрачность. Вот получаем совсем другой цвет. То есть мы просто будем играть различными как бы цветами и получать то, что надо. Так, теперь следующее свойство. Нам, кроме указания цвета, нам еще нужно управлять размерами шрифта. И давайте посмотрим. Создадим section. И здесь напишем, например, font size. Сперва давайте посмотрим EM. И зададим класс для вот этого секшена. EM font size. Чтобы указывать размеры шрифтов, мы пользуемся значением font size. То есть у нас, например, есть класс EM font size, которому мы сейчас пропишем размер только в формате EM. Это получается EM, это единица измерения.
Произошло это слово от типографики. Там в типографии принято вычислять размер шрифта по-моему, от ширины или то ли от высоты буквы М. И от него и произошло вот это единица измерения. EM, свойство EM, или когда мы указываем формат шрифта в EM, то это получается у нас относительное измерение шрифта. Чтобы поменять шрифт, мы пользуемся font size и дальше здесь пишем, например, там какое-то значение в EM. Относительный шрифт, он получается относительно от родителя. То есть сейчас у нас для браузера, в браузере по умолчанию стоит 1 EM. 1 EM равна, получается, 16 пикселям. И когда мы говорим 1.5 EM, то мы говорим, что шрифт вот этого класса EM font size M будет 1,5 раза больше, чем вот шрифт родителя. И, как мы видим, вот font size EM становится чуть больше. То есть, вычисляем коэффициент, да? Какой будет родитель. Если там у родителя будет 1 EM, то font size, вот этот абзац будет у нас там, указали 2 EM, то есть он будет 2 раза больше, чем родитель свой. Вот получается, мы получаем 2 раза больше, чем вот эти шрифты, которых по умолчанию стоит 16 пикселей в браузерах. Так, следующий вид, который мы можем указывать размер шрифта, это получается, например, REM. Он похож на EM, только там получается чуть другое значение. Вот здесь давайте еще раз проверим, например, пока. Вот смотрите, мы сейчас вот секшену EM font size задали, что у него будет 2 EM. А внутри, например, у нас есть P, да? И если мы для P сейчас зададим другой размер, тоже в EM, у нас есть EM font size, и внутри у нас есть P, да? Выбираем его и ему говорим, что font size будет, например, 2 EM. И это станет еще больше, потому что он вычисляется, EM вычисляются исходя из родителя. То есть мы родителю вот этому секшену задали, что у него будет 2 EM, а внутреннему абзацу еще задали 2 EM. То есть абзац становится еще 2 раза больше, чем свой родитель. Чуть-чуть немножко запутанная вот такая система. Просто помните, что когда мы указываем EM, то мы имеем в виду, отсчет делаем от родителя. Но чтобы вот решить головоломки вот этих EM-ов, придумали другой вид единицы измерения размера шрифта, и он называется REM. Для REM мы сейчас просто создадим абзац, и здесь, например, напишем, что font size будет REM. И зададим класс font size REM. И этому абзацу мы сейчас будем задавать размер шрифта в ремах. Рем, получается, тоже относительный тип единицы измерения. Но рем отсчитывается не от родителя, а от корневого элемента. То есть, что мы можем сделать? Для класса rem, font size rem, мы ему пропишем, что там будет, например, 2 rem. И вот этим мы говорим, самим словом rem, да, мы говорим, что шрифт у этого абзаца будет 2 раза больше, чем корневой элемент. А корневой элемент у нас какой? У нас корневой элемент есть HTML. И если мы HTML пропишем какой-то размер, там HTML фонд
size, например, 10 пикселей, то получается наш последний абзац font size rem будет 2 раза больше, чем вот, размер вот этого корневого элемента, то есть 20 пикселей. И давайте посмотрим, действительно ли он стал, например, 20 пикселей. Открываем компьютер, font size, видим, что здесь 20 пикселей. Для чего это было придумано? То есть мы указываем для самого корневого элемента HTML какой-то базовый шрифт, и от него уже будем считать все остальные как бы размеры. Это удобнее, чем получается EM. EM всегда он будет вычисляться исходя из родителя. И где-то порой вы можете просто запутаться, какой у шрифт родителя шрифт, и там указали какой-то шрифт, а у вас шрифт получился совсем маленький или там совсем большой, да? То есть мы здесь ставим какое-то круглое число, от которого мы можем легче просчитывать, да? 16 пикселей, и там рассчитывать там сколько будет 3 раза больше или там 4,5 раза больше неудобно, да? А когда мы здесь прописываем какое-то круглое число, то нам получается удобнее так рассчитывать. И как раз таки для этого и используется вот рема. Следующий вид – это когда мы указываем просто пикселями. Font size пиксели. И давайте к нему тоже применим какой-нибудь фонд. Font size пиксели. И для этого класса мы сейчас будем просто задавать размер шрифта в пикселях. Это получается почти что все вот эти точечки, которые экран состоит, да, дисплей, он состоит из только точечек. И мы просто указываем, сколько пикселей или точечек будет размер шрифта. Допустим, пишем font size и хотим, чтобы этот был 40 пикселей. Прописываем 40 пикселей, и мы получаем 40 пикселей. То есть пикселями просто самый простой получается вот эти пиксели. Мы просто указываем пиксели жестко, которые уже нарисованы в макете, да, там нарисовано 20 пикселей, мы поставим 20 пикселей. Но кроме этого можно указывать и проценты. Проценты получается то же самое, что и вот эти EM. То есть мы указываем, сколько процентов будет больше или будет как бы шрифт внутренний, да, то есть от родителя. Проценты тоже используются, ну, редко. В основном EM, REM, либо пиксели. Так, следующее это когда мы оформляем текст курсивом. Допустим, у нас есть абзац, италик текст. Хотим вот этот абзац, например, сделать курсивным. Зададим класс italic, и здесь для этого класса прописываем font style и пишем, что это будет italic. И давайте вот этот 10 пикселей выберем. И получается, мы получаем вот как бы курсивный текст. И как вы помните, например, тег EM, он по умолчанию курсивный. Да, вот видите, у него по умолчанию прописано в стиле, что у него font style italic. Если мы где-то используем EM и не хотим, чтобы вот этот EM был курсивный, мы его можем отменить. У нас есть, например, тег EM, хотим, чтобы он не был курсивным. Мы просто говорим ему, что font style будет normal. То есть мы сейчас отменяем просто курсивность. И EM становится не курсивным. Кроме этого, у нас есть оформление в виде жирности текста.
bold текст. И зададим, например, bold. То есть по умолчанию как бы шрифт у нас просто простой, но мы хотим, чтобы именно этот абзац был жирным. Мы для этого вот здесь для класса bold пишем font weight, говорим bold. И тогда наш текст становится жирным. На самом деле жирность еще можно указывать не только словами bold или там normal, да, а какими-то значениями. То есть бывают шрифты, у которых жирность на различном уровне. То есть чуть-чуть жирнее, да, или там совсем жирный. И вот эти значения, они указываются, например, если мы пишем 700, то у нас максимальная жирность. То есть шрифты, которые называются black шрифтами, они очень такие толстые, жирные, совсем-совсем жирные. Это можем написать 700. Но вот вариативность 700, она должна быть прямо в файле. То есть если шрифтовый файл у нас не как бы нарисован жирностью 900 или там 700, мы такой эффект не получим. То есть 900 это получается самый жирный, 700 жирный, там, если у нас есть вариант 600, то это будет чуть жирнее, там, или 500 это средние какие жирности, да, или там, если мы берем регуляр, то они бывают 400, или там 100 совсем-совсем тонкий шрифт. Если мы сейчас поставим font weight 100, то у нас текст не станет font weight 100, потому что у шрифта PT Sans, который я подключил, нету варианта вот начертания жирностью 100, да, и поэтому вот в таких случаях мы просто пишем либо bold, либо normal. И, допустим, бывает, например, когда мы используем, например, text strong, он по умолчанию жирный, да. Вот, у нас есть text strong, который делает всегда шрифт жирным. Если нам не нужна жирность этого тега strong, да, мы можем его отменить. У нас есть text strong, и его отменяем, там, font weight, и говорим ему, что ты будешь normal. И тогда вот жирность отменится, и strong текст станет просто обычным. Так, еще как можно оформлять текст. Допустим, бывает иногда нужно весь текст прям прописывать большими буквами. То есть, допустим, у нас есть вот такой абзац, который мы хотим сделать, чтобы он был полностью, как бы все шрифты, все буквы, они были написаны как бы большими шрифтами. И для него мы можем использовать свойство text transform. Вот у нас uppercase есть, и для него применяем text transform uppercase. Трансформировать текст и делать его uppercase, то есть в верхнем регистре. И что мы сейчас получим? Мы получим, что все вот эти элементы, они, символы, они прописываются с большой буквы. Есть еще вариант, например, в английском языке, в грамматике там, английского языка, в орфографии, пользуются так, что заголовки, они могут начинаться, каждый заголовок начинается, например, с большой буквы. Это правило, вот чисто грамматическое, орфографическое правило, ну, как бы английского языка, где там каждая буква начинается с большой буквы. Там, допустим, у нас есть H2, где пропишем такой пример, да? Если мы сейчас посмотрим этот H2, то есть первая буква начинается с большой, то, что мы вот здесь прописали, да, а по правилам, например, орфографии английского языка, вот эти, каждое слово, например, должно начинаться с большой буквы. Для этого у нас есть text transform capitalize. Вот. Допустим, для H2 вот этого мы можем задать
capitalize. И тогда вот каждое слово будет начинаться с большой буквы. Если даже мы в HTML вот здесь напишем маленькую букву, то он будет поворачивать этот текст в верхний регистр. Так, если наоборот, например, нужно отменить, то есть вот, например, какому-то классу мы задали uppercase, да? Но хотим, чтобы его отменить. И ему вот этот текст transform uppercase мы можем его отменить. Вот там пускай будет текст transform none. И мы просто будем как бы отменять uppercase. Так, что еще есть? Есть еще зачеркивание, подчеркивание и там надчеркивание. Как они делаются? Там давайте посмотрим примеры. Подчеркивание давайте посмотрим. Вот у нас есть какой-то абзац. Мы хотим, чтобы этот абзац всегда подчеркивался. Мы берем этот класс. И применяем свойство text decoration. И у нас есть underline. Не text align, а text decoration. И у нас абзац получается подчеркивается нижним подчеркиванием. Мы можем, это был underline, мы можем написать overline, и тогда подчеркивание появится сверху, то есть сверху абзаца. Либо еще есть значение line through, то есть это перечеркивание. И получается наш абзац перечеркнут. Если мы совсем хотим что-то убрать, то есть подчеркивание, подчеркивание, любые эти, мы просто говорим text decoration none, и мы просто отменяем вот эти свойства. Так, кроме этого еще у нас есть, когда мы можем управлять межбуквенными расстояниями. Вот, допустим, у нас есть underline, абзац, да, мы хотим, чтобы буквы были чуть разряженнее, да, то есть подальше друг от друга. Для этого мы можем воспользоваться letter spacing свойством. И здесь мы можем указывать расстояние от буквы до буквы там, в пикселях, в емах, либо в ремах. Ну, допустим, давайте посмотрим. Пускай расстояние будет, например, 0,5 ем. И расстояние между буквами, получается, увеличивается. Можем указывать в пикселях. Например, хотим 20 пикселей, написали 20 пикселей. И вот между буквами сейчас у нас есть 20 пикселей. Мы можем управлять еще высотой строки. То есть вот у нас есть, давайте абзац чуть-чуть побольше текста сделаем вот здесь. Мы хотим, чтобы вот эти абзацы, строчки были чуть подальше, да? Для этого мы можем воспользоваться свойством line height. Line height как раз таки устанавливает расстояние между строк. Здесь то же самое мы можем устанавливать числовое какое-то значение. Просто можем сказать line height 2, и тогда вот межстрочный интервал будет в 2 раза больше. Мы можем указать это, например, пикселями, 10 пикселей. И тогда, видите, вот расстояние совсем мало, как бы строчки, получается, они наезжают друг на друга. Либо мы можем указывать в процентах.
То есть хотим, чтобы, например, 150% было. То есть расстояние было больше, мы можем написать вот так. Но обычно пишут либо в пикселях, либо емах. Допустим, у нас есть какая-то высота, у любого текста будет своя высота. То есть, допустим, размер 16 пикселей, это не значит, что шрифт у нас 16 пикселей. Кроме этого, у шрифтов есть выносные элементы, да, и, соответственно, они тоже будут влиять на вот эту высоту строк. И по умолчанию, по-моему, если я не ошибаюсь, стоит вот здесь по умолчанию значение 1.5 EM, по-моему. Ну, смотрите, чтобы у вас строчки всегда не слипались. То есть, если вы указываете какой-то пиксель, размер пикселя, но потом вы еще, например, указали font size, там 20 пикселей, да? Сейчас получается, мы говорим, что шрифт будет 20 пикселей, но и высота строки тоже будет 20 пикселей. И тогда мы получим, что шрифт, строчки, они очень близко расположены друг к другу. Допустим, если вот здесь будет еще больше шрифт, 30 пикселей, то строчки, они будут просто наезжать друг на друга. Поэтому вот здесь лучше всего line height указывать там, в EM-ах. Пишем, например, 1.2 EM. Или только лучше всего даже просто числовое значение. То есть 1,2 раза будет больше наш интервал между строчками. Так, это что касается вот высоты строк. Есть мы еще можем текст оформлять, то есть для текста добавлять какую-то тень. Давайте сделаем text with shadow. Зададим ему класс, например, shadow. И вот последнему абзацу мы сейчас попробуем применить тень. Берем это, класс. И сперва давайте увеличим размер шрифта. Например, пускай будет 3. Вот он становится. Еще сделаем жирнее, чтобы мы более как бы увидели тень. Вот. И теперь давайте попробуем написать ему текст shadow. Чтобы прописать тень для текста, мы используем свойство text shadow. Text shadow, и дальше что мы пишем? Мы указываем какие-то размеры теней, то есть пиксели, и в конце, например, цвет этой тени. Цвет точно так же можно указывать либо ключевыми словами, там RGB, не RGB, HSL, hex код, в общем. Сейчас, вот смотрите, я прописал только 2 компонента. И давайте посмотрим, что у нас есть. Вот у нас появляется красная тень позади текста. Если мы откроем инспектор и вот здесь посмотрим text shadow и значение, и можем вот здесь поиграться, да? Первое значение 5 пикселей. Что она означает? Она означает смещение тени по горизонтали. То есть, когда мы указываем значение в положительными цифрами, да, то есть, там, сказали там 122 пикселя, то есть тень будет смещена на 122 пикселя от самого элемента. Если мы здесь указываем, наоборот, минусовые значения, то у нас смещение идет налево. То есть, ну, как бы адекватно, да? Указываем большее число, идет тень справа. Меньше минусовые значения, тень слева будет отбрасываться. Либо следующий компонент, это когда мы указываем, например, 5 пикселей, это смещение тени по вертикали. Плюсовые значения смещают тень вниз, минусовые значения смещают тень, получается, наверх. И сейчас я вот этой тени добавлю еще третий компонент. Там пускай будет еще 5 пикселей.
Третий компонент отвечает за размытость. То есть, когда мы не писали вот третий компонент, у нас тень получалась вот жесткими краями, прям четкий такой тень. А если мы хотим, чтобы тень была размытая, то мы вот можем указать третий компонент. И здесь чем больше значения, тем как бы больше размытия этой тени. Вот. Минусовые значения выбирают, а плюсовые как бы размывают тень. И последнее, это когда мы указываем выравнивание. Вот. Зададим класс, например, align. Вот у нас есть большой абзац, где много текста. Мы хотим, например, чтобы текст выравнивался по умолчанию, как бы текст выравнивается по левому краю. Вот здесь все ровно, а здесь как бы слова как попало, как они вмещаются в окно, они как бы переносятся, да? Но мы можем поменять это выравнивание. Например, хотим, чтобы текст не слева было выровнено, а справа. А для этого мы можем воспользоваться свойством text-align. Вот. Для этого абзаца мы можем написать, например, text-align, там, right. По умолчанию стоит слева выравнивание. Когда мы пишем text-align right, текст выравнивается с правого края. Хотим, чтобы текст выравнивался по центру, мы говорим центр. Text-align center. Текст будет выровнен по центру. И есть последнее значение, которое говорит о том, что justify, text-align justify, он выравнивает текст по обеим краям. То есть и слева будет текст ровный, и справа будет ровный. Вот получается коротко про оформление текста. Ну, в сегодняшней главе вы еще больше прочитаете про оформление текста. Там еще больше значений, свойства. Мы сейчас в основном посмотрели, какие есть свойства, через которые мы можем управлять текстом. Бывает, например, еще очень часто мы будем форматировать списки. Там будет UL, да? Вот у нас получается список. По умолчанию списки, они блочные элементы, то есть каждый элемент списка это блочный элемент, он рядом не пускает никого, он занимает всю строчку, и они идут вниз. И, например, мы хотим, например, чтобы вот убрать вот эти маркеры. Как мы можем убрать маркеры? Маркеры мы можем убирать list style у него есть, и напишем none. И маркеры удаляются. Если нужно убирать какие-то еще другие параметры, то вот здесь для списка и прописываем. И для li тоже можно что-то прописывать. Ну, про списки более подробнее вы найдете уже в книжке. И сейчас давайте мы посмотрим фигму. Мы еще одну вещь не посмотрели. Получается, про подключение шрифта мы в начале урока подключали шрифт из файлов. То есть мы брали шрифты, клали их в наш файл. То есть у нас есть отдельная папка, и там храним шрифты. Но кроме этого мы можем подключать шрифты из различных сервисов. Например, самый популярный это фонд google.com. Как его подключать? Здесь в основном шрифты, все вот эти шрифты, они в основном бесплатные. То есть мы хотим, например, использовать шрифт, не знаю, ну, например, возьмем Montserrat. Здесь просто выбираем нам нужный шрифт. И здесь вот смотрите, у этого шрифта есть различные начертания. У нас есть, например, самое тонкое начертание, да, с значением 100, там, курсивное,
тонкое, там чуть-чуть потолще, потолще, да, и так далее, и так далее. И у нас есть совсем большое начертание, это 900, который самый-самый жирный. И как его, например, подключить на наш, как бы на наш сайт? Мы просто вот здесь выбираем то, что нам нужно. То есть в макете, например, макете, который нарисовал дизайнер, может быть использован, например, шрифт тонкий, да, именно вот этот Montserrat с начертанием 100. Мы его берем, вот здесь нажимаем Select. Дальше, например, нам нужно там, обычное начертание, Regular, да, 400. Выбираем там, и захотели, например, самый жирный Black 900, да? Его выбрали. Вот, получается, мы выбрали нужный шрифт. Ну, будем считать, что на сайте еще есть другой шрифт. Там не только Montserrat, а еще какой-то, например, другой шрифт. Мы просто возвращаемся. Сейчас вот здесь справа показывается то, что мы выбрали. Допустим, хотим, например, еще воспользоваться шрифтом, ну, например, Yellowtail. Видите, у него только начертание 400. Выбрали его, и после этого вот справа Google выдает какой-то код. Обычно мы будем пользоваться вот тегом link. То есть Google, он просто автоматически генерирует тег link, который подключает вот шрифты. Мы их просто берем, копируем, идем в наш сайт, и на самом верху, перед подключением наших стилей, мы его подключаем. Что сейчас мы делаем? Мы просто говорим браузеру, что у нас есть шрифты, которые находятся вот по этому адресу, и какие шрифты нужно подключить. Это, например, Montserrat жирностью 100, 400, 900 и там Yellow, Tail и так далее. То есть его подключили, и после этого мы подключаем наш основной стилевой файл, где мы уже будем использовать вот эти шрифты. И после того, как мы уже скопировали link, вот здесь мы можем взять вот эти официальные названия там, шрифтов. То есть font family Montserrat это для шрифта Montserrat, font family Yellowtail для курсива. Да? И мы где-то уже можем воспользоваться вот этими шрифтами. Ну, допустим, хотим, чтобы шрифт по всему сайту был Montserrat. Для body, например, прописываем Montserrat. А вот этот курсивный шрифт, рукописный, да, ну, можем сделать так, что он, например, используется только для заголовков. Да? У нас есть, например, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Для них мы будем использовать font family Yellowtail. Прописываем, обновляемся. Так, смотрим. Почему сейчас вот этот H1 не выглядит как, например, вот этот Yellowtail? Это потому, что у этого шрифта нету кириллических символов. Как вы видите, вот глифы, да, они только есть в латинице и в цифрах, и кое-какие символы. То есть, если мы пишем русский текст, у шрифта просто нету вот этих глифов, символов. Поэтому компьютер просто берет и другой шрифт, там, использует другой, не тот Yellowtail, а просто берет из семейства курсив. Но мы можем это посмотреть, если вот здесь пропишем какой-то английский текст. И как вы видите, шрифт выполняется, подключается и правильно отработает. То есть, когда вы подключаете шрифты, обязательно смотрите, чтобы у шрифтов были реальные как бы глифы, да, которые, если у вас сайт на русском языке, вы подключили какой-то супершрифт, а там нету вот этих кириллических шрифтов или там, например, кыргызский или там ü, то, соответственно, вы получите не то, что вы задумывали, да?
Вот так мы можем подключать Google шрифты. Есть еще второй вариант. Это когда мы можем воспользоваться не тегом link, а вот тегом import. Мы просто берем вот это все, импорт. Импорт что делает? Он говорит о том, что нужно вот эти шрифты откуда-то импортировать, то есть брать из сторонних сервисов. И мы вот здесь прописываем импорт, а вот удалить. Оставляем здесь только подключение шрифта. В файле CSS мы будем подключать, импортировать вот этот шрифт, там Montserrat, там Yellowtail и так далее. И ничего не сломается, мы просто получим как бы все, что хотели, да? Шрифт Montserrat и вот этот Yellowtail. Что лучше, использовать, например, тег link или импорт? Я вам советую лучше всего использовать импорт. Не то чтобы импорт, а тег link. Когда мы вот берем не импорт, а link. Она, мне кажется, вот она работает быстрее. Потому что браузер в первую очередь получает, например, HTML, и он начинает его парсить. И вот здесь видит, что у нас есть сторонние ресурсы, которые нужно скачать по вот этим адресам. Браузер, соответственно, сразу же в первую очередь ставит их на очередь загрузки. То есть он говорит, он будет скачивать вот эти файлы. А если мы, получается, импортируем шрифт вот здесь, то браузер сперва, например, подключает, скачивает наш стиль, заходит внутрь и там видит то, что здесь импорт есть, да, и только после этого начинает скачивать шрифт. И вот я в основном, например, пользуюсь, если подключаю шрифты, то через link. Это более как бы быстрее, безопаснее, и мы сразу видим, что когда читаем чужой код, что здесь есть какие-то чужие шрифты, которые как бы удаленные ресурсы, которые подключаются. А иногда мы можем даже не посмотреть, вставил, а там подключена куча всяких импортов, да, и мы что-то можем упустить. Да. Вот коротко про, получается, оформление текста. Так, что еще мы не посмотрели? Теперь на макете посмотрим, давайте, как можно определять шрифты. Мы сейчас уже можем начинать оформлять вот наш cloud бюджет. Да? То есть, помните, мы уже кое-какие части сверстали, и мы уже сможем какие-то основные тексты прописать, оформить их как положено, да? Как это нарисовано в макете. Вот открываем cloud бюджет. Что мы делаем? Сперва найдите все вот эти основные шрифты. Просто их надо как бы понажимать и смотреть, что за шрифт используется. Вот, например, у нас есть как бы менюшки, да, и смотрим, какой текст здесь используется. Здесь справа появляется текст, и мы видим, что это лато и формат, как бы начертание жирное, 14 пикселей. Хорошо, мы уже себе записываем, что у нас есть шрифт лато с жирностью bold. Смотрим второй шрифт. Lato Bold. То есть один шрифт и повторяется, да? Смотрим здесь Lato Regular. Вот видите, здесь уже есть другое начертание. Нам сейчас надо подключать и жирный, и обычное начертание. Смотрим здесь. Здесь еще есть Semi-Bold, то есть полужирный. Это, если вы будете в Google Fonts искать, то это шрифт с начертанием 500. То есть у нас сейчас добавляется еще 500. Смотрим дальше. У нас есть semi-bold. Для заголовков смотрим, что это Lato, тоже semi-bold, regular. То есть надо просто потыкать все вот эти текстовые элементы и посмотреть, какие шрифты используются. Смотрим здесь, например, другие заголовки. Здесь жирная уже 18 пикселей, здесь 12 пикселей. Здесь тоже 12 пикселей. Например, здесь 14 пикселей.
В общем, выбираем все вот эти текстовые параметры и решаем, какие-то нам подключить. Например, если дизайнер не передал нам шрифты. И для body мы можем уже какие-то основные текстовые стили прописать. Вот смотрите, здесь есть какие-то основные тексты, основной текстовый контент. И мы уже для всего body можем задать какой-то уже размер шрифта. То есть 14 пикселей, да? В основном 14 пикселей. Где-то может там 12 или меньше, или больше шрифта использовать. Мы просто идем в Google Fonts, скачиваем или подключаем вот этот шрифт Lato. И заметьте, вот здесь в Google Fonts вы не найдете semi-bold. Получается, это полужирное начертание у шрифта Lato 500. Здесь нету. Это вот чисто дизайнер использовал, наверное, свой какой-то купленный шрифт. И там, наверное, есть вот начертание 500. Я вам вот советую просто брать регуляры и болды. Там, где semi-bold, мы просто будем описывать, что это будет жирность. А на самом деле в реальном проекте вы должны у дизайнера уточнять, да, или у заказчика, или project менеджера уточнять, что здесь есть шрифт, который, например, нету в Google Fonts, или там заказчик не предоставил шрифт. И надо уже решать, да. И дальше мы вот здесь можем уже видеть, что, например, line height там 140 пикселей. А мы можем вообще круче пойти, и, допустим, мы здесь описали это H1, да? Хотим чисто взять текст параметры. Вот здесь у нас есть вкладка Inspect, и здесь у нас уже есть все вот эти стили. То есть мы вот здесь можем взять вот эти текстовые параметры и вставить уже в свой CSS. И уже начать оформлять наши тексты. Вот то, что идет сверху, видите, справа показывается вот эти все CSS, вот эти отвечают за позиционирование. То есть, получается, в фигме, когда дизайнер делает, вот эти все элементы, они позиционированы абсолютно. А вот эти абсолютные позиционирования, они нам не нужны. Они просто будут ломать нашу верстку, потому что мы будем верстать в обычном потоке, и если только где-то нужно, мы будем менять позиционирование. Поэтому вот после пробела все, что вот здесь, мы можем взять, скопировать и уже вставить свой как бы код. Но здесь, смотрите, есть некоторые параметры, которые мы еще не знаем. Например, display flex, там, align items, letter spacing мы видим. То, что вы еще не знаете, можете удалить. То, что не касается текста, да? Вот, display flex, например, нам не нужен. Лучше всего вообще просто все ручную перебирать и смотреть и набивать себе руку. Вот у нас есть абзац. Здесь смотрим, что прописываем вот эти стили. Lato, font family Lato, там semi-bold, там font size 24 пикселя, line height 150%. Вот. Вот кратко о оформлении текста. И давайте посмотрим чат. Буквица. Буквица получается first letter. Первая буква. Есть селектор. Ну, в книге у вас будет задание про эти тексты. Фон как поставить? До фона мы еще не дошли. То есть у нас есть еще куча разных этих. Но потихонечку дойдем. Можете сделать даже поиск, да, самому заняться изысканиями. Пишем в Google, как изменить фон с помощью CSS. И у вас будет различные варианты. Просто их пробуйте прописывать. Только вот экспериментальным путем вы будете учиться, да, и понимать вот CSS, логику.
Поставить списки UL по горизонтали. Ну, мы до этого еще не дошли. Будет у нас урок по позиционированию, где мы будем менять вот эти направления. То есть сейчас мы видим, что когда мы пишем какие-то теги, они, получается, идут друг за другом, а что-то, например, следует друг за другом. Да? И это поведение называется боксовая модель или боксовая модель CSS. Какие-то элементы у нас блочные. Они, если даже они маленькие, если даже есть достаточно места, они не дают другим элементам стать рядом. И вот эти элементы называются блочными. У них по умолчанию есть блочное поведение. Мы их, конечно, будем менять и будем заставлять их ужиматься, чтобы там рядом вставал тот же самый вот эти айтемы, которые прописаны в UL. Пока не спешите, вот мало-помалу. Обязательно верстаем следующий блок Cloud бюджета. И когда уже у нас будет достаточно знаний по CSS, мы уже начнем конкретно оформить до конечного вида. Так. Когда я запись останавливаю. Туратагай, бұл жақта эле каласызбы? Ағай, үш жерде эле калалы. Так, есть ли вопросы по сегодняшнему? Так, ребята, меня выкинуло. Вот, у нас есть чуть-чуть время. Есть ли у кого-то вопросы по сегодняшнему уроку? Фонд-фейс, нет, фонд-фейс, он пишется только внутри CSS файла, то есть получается это у нас директива, которая подключает шрифты, и мы его не можем подключать в HTML. Фонд-фейс прописывается только в CSS файле, самом верху. Так. Ваша рекомендация по поводу комбинации для обнуления стилей Reset CSS. Нужно ли использовать Reset комбинацию в каждом CSS файле? Ресетом я не советую пользоваться. Те, кто уже знает, что такое ресет, они, наверное, знают, что это обнуление стилей. То есть, когда мы что-то пишем, уже размечаем, да, у нас есть какие-то определенные стили. То есть, у нас, например, H1 там жирный, какой-то определенный размер и так далее. У каждого элемента есть свои определенные там, отступы, да, так скажем. И они, вот эти стили, они прописаны в браузере.
их называют дефолтные или user agent style sheets, или стили по умолчанию. И мы можем их, получается, обнулить, то есть просто получить документ с чистого листа, без каких-либо стилей. И вот этот Reset CSS как раз-таки делает обнуление вот этих всех стилей. Я не советую вам пользоваться ресетом, поскольку ресет полностью удаляет абсолютно все стили. То есть маржины, паддинги, там, отступы и так далее, и так далее. То есть он приводит просто к одной такой каше, что у нас, например, если мы напишем H1, то он не будет виден, он просто будет как обычный текст. Это с точки зрения верстки нам выгодно. Просто мы получаем чистый лист и просто описываем какой-то нужный параметр. Да? Берем с макета параметр, прописываем. Но если мы не прописываем для всех абсолютно тегов какие-то стили, то мы попадем в ловушку. Ну, допустим, мы забыли там прописать стили, которые в UL, да? У нас есть UL, корневой UL, мы для него прописали то, что нарисовано в макете. А у UL может внутри появиться еще один UL там, или лишка и так далее, да? А мы для него забыли прописать, потому что это не нарисовано в макете. Когда мы подключаем такой ресет, получается, пользователь, владелец сайта в какой-то день решает, что у UL он хочет, например, добавить внутренний UL. И он пишет, опубликовывает, и там у него каша, потому что для него мы не описали стиль. И вот таким образом мы попадаем в ловушки. Если мы пользуемся ресетом, мы прям абсолютно для всех тегов должны прописать стили, как они должны выглядеть. А если мы не пользуемся ресетом, то у нас какие-то определенные стили от браузера есть. И вот эти браузерные стили, они не придуманы, просто взяты с головы. Да? Разработчики браузеров понимают, что если у сайта не будет CSS, то контент должен как-то выглядеть. То есть пользователь должен отличать от, например, теги H1, да, заголовки от обычного абзаца. Там списки тоже, чтобы они как-то отличались. Да? А если ресетом пользуемся, у нас будет просто каша. Вот поэтому я не советую ресетом. Лучше использовать Normalized CSS. Есть такое понятие Normalized CSS. Он получается на вот эти браузерные шрифты. Не шрифты, а стили. То есть у каждого браузера вот эти стили по умолчанию, которые у них прописаны, они разные. У кого-то, например, отступ написано снаружи, а у какого-то элемента отступ у другого браузера. Да? Может быть, этот отступ написан как внутренний отступ. И вот таких разногласий много в браузерах, и Normalize он как раз таки просто нормализует. Он ничего не сбрасывает, как Reset CSS, а просто нормализует, чтобы один и тот же контент изначально был, как выглядел одинаково на всех браузерах, а потом с этой отправной точки мы можем что-то дописывать, свои стили. Да, можете, получается, по книге работаем, запоминаем. Не то чтобы зубрим, да, а просто как бы мы должны для себя знать, что какие стили используются для там, оформления текста там, и так далее. Cloud бюджет, он получается только в фигме, открывается только в фигме. В других форматах нет. До JavaScript, ребята, потерпите. Фоновый рисунок EMG. Я не советую фоновый рисунок устанавливать через тег EMG, потому что это фон. Он не несет в себе никакого смысла, он просто декоративный элемент. Он просто будет засорять наш HTML. Так, все тогда, друзья, я вас тогда покидаю. Слово Туратагай. Туратагай, Рахмат, Ерлан ағай, мен запись тоқтатып салайын, а? Ала.